Здравствуйте, это «Вести Якутии» и я, Виктория Габышева. Сегодня у нас в гостях Элла Савитова, психолог, специализирующийся на детско-родительских отношениях, арт-терапевт. А, Мгм. Да, Здравствуйте. здравствуйте. Да, С я, какой можно... миссией вот вы у нас в Якутске? Вы знаете, я приехала сюда по приглашению своих коллег, и я так думаю, что я буду полезна этому городу и познакомлю их с новыми какими-то подходами, методиками в воспитании, образовании и отношениях детей и родителей. И кроме этого здесь состоится, конечно же, еще и женская тема. Ну а Мгм. женская тема, она всегда связана с искусством, потому что мир восприятия человека и вообще его какие-то дополнительные возможности или ресурсы очень часто раскрываются именно через искусство. Поэтому арт-терапия, поэтому это направление. Мгм. Я посмотрела ваш блог, да, и разговаривала, ну, в общем, узнавала немного о вас до передачи. Меня очень заинтересовала тема, что вы так вот позиционируете себя как бы переводчиком между совсем маленьким ребенком, я так понимаю, вот 6 месяцев, да, и родителем. То есть вы настолько хорошо понимаете маленьких детей, младенцев, что вот можете донести, Мгм. ну, в общем, до взрослых то, что он хочет сказать. Мы же там вот часто, нам кажется, что это какие-то капризы и так далее, вот у младенцев. Да, вы Вот об этом знаете, расскажите это немножко. практика жизни, конечно. И я тут просто удивлена, насколько большая разница между тем, как воспринимают мир взрослые люди Мгм. и как воспринимают мир дети. И детская реальность, она просто принципиально устроена по другим законам. Там тоже есть логика, Мгм. но, наверное, с точки зрения взрослого восприятия, она имеет такую природу, как вот, наверное, две параллельные прямые, которые пересекаются. Что дети, они очень пространственные, они тотальные, они воспринимают мир буквально. И мы забыли про эту буквальность. Нам все время кажется, что в ситуации есть какой-то подтекст, или там есть какие-то совсем другие причинно-следственные связи. И от этого разрушается прямой контакт, душевный контакт, эмоциональный контакт, который даже может быть с точки зрения здравого смысла и вот этой личности нашей, социальной успешности, воспринимаются как слабость, как сюсюканье, как какое-то чрезмерная опека. Но если брать душевный мир человека, то он организован таким образом, что душа, она или желает, или хочет быть, или хочет в основном любить. Вот. И все остальное либо подстраивается под эту любовь, либо отсекается. Наверное, по этому принципу и дети любят своих родителей. Не случайно нет нелюбимых родителей. Все родители любимы. Вот. И это пространство любви, оно, конечно, сильно отличается от тех подходов и той жизни, которую ведем мы, взрослые люди. И для того, чтобы расшифровать этот мир, иногда нужно, чтобы родитель и дитя посидели и послушали вообще, кто что имеет в виду, когда все произносят одинаковые фразы, одинаковые слова. Что Мгм. когда слова похожи, а сердце закрыто, то нет контакта, нет диалога, и мы очень часто домысливаем за своих детей, что же они имели в виду и что они хотят. И как раз проникая в эту разницу, я увидела, что могу быть очень полезна и детям, и родителям. Я скажу честно, я всегда на стороне детей, потому что они более уязвимые, они не так оснащены и вооружены для того, чтобы защитить себя в этом мире и утверждать те какие-то их детские ценности, вот, которые просто бывают от мира взрослых порой закрыты. Насколько я поняла, что существуют какие-то возрастные ограничения, то есть к вам могут обратиться, ну, может, молодые родители, родители с детьми-подростками, а, или вообще все группы населения, Вы знаете, я так шучу, возрастные что группы. дитё это все-таки в моем
случае психологическая категория, и у меня бывают дети от 0 до 99. Потому что мне кажется, что даже вот если у педагога или учителя там есть какая-то проблема с классом или с детем, или у родителей есть проблема с детем, то, возвращаясь в мир своего детства, в свой возраст, в такие же подобные ситуации, которые, например, вызывают в ребенке раздражение, или он не знает, как с ним вообще обращаться и совладать, то именно через такие воспоминания возвращаются эти детские ощущения, и это позволяет взрослому человеку увидеть ситуацию, как с ней справиться. Элла Анатольевна, а вот арт-терапия, немножко подробнее вы скажите нашим зрителям, что это такое? Арт-терапия. Но когда я готовилась вот к приезду сюда, я знаю, что у вас здесь очень сложные климатические условия. И у меня была здесь практика общения с вашими людьми. И я знаю, что очень многие дети не могут получить достаточного развития просто потому, что зимой очень холодно. Их невозможно отпустить в какие-то кружки или просто даже хоть готовь родителей, организовывайте дома мастерские и по английскому, и по живописи, и танцевальные, потому что есть такие вот, ну, реальная опасность. И я подумала, что я назову свою мастерскую в этом городе «Остров счастья». Я считаю, что при таких условиях обязательно нужно давать людям какую-то внутреннюю опору и подготовку по раскрытию дополнительных внутренних ресурсов. И для меня арт-терапия – это такая невинная форма, подсказка человеку, где же находится в какой-то сложный момент, в переживаниях там, или в каких-то трудностях, где находится его энергия, где находятся его ресурсы, как соединиться с собой наиболее эффективно выступить в той сложной ситуации, в которой человек оказался. Вот. А арт-терапия, она немножко заигрывает с нашей личностью, вот, потому что вроде бы на первый взгляд это что-то несерьезное, это какая-то игра, и вообще мы не художники, что мы тут будем рисовать. Но именно в таком расслабленном состоянии душевный мир человека на бумаге может подсказать, в каком направлении ему лучше двигаться и в каком направлении может раскрыться его еще один источник, еще один ресурс, который поможет ему в жизни. Вот, а теперь давайте поговорим о вашем тренинге, который называется очень так знаково, интересно, «Красивая женщина». Это женская тема, она всегда завораживает, она всегда подкупает. И мне кажется, что за любым каким-то женским пространством стоит тайна. И я когда обращалась сегодня к знаниям о ваших женских образах, и у вас тоже есть и материнство, и женственность, и я подумала, что может быть такой лабораторией, погружением в женский мир, в разные его ипостаси. И вот в эту погоду, в это время женщинам немножко сделать себе праздник, организовать немножко больше избыток энергии, немножко больше получить каких-то знаний о сегодняшнем дне, о сегодняшнем времени. Ну и это всегда практика. Вот женские практики – это немножко всегда секрет. Но, Ну, то есть они там на тему, какой вот примерно там, как завоевать мужчину там или… Нет, завоевывать точно никого не будем, война Слава Богу. отменяется, я этим не занимаюсь. Меня не интересуют стандарты, меня интересует женское звучание, меня интересует женская реализация, и меня интересует пробуждение в каждой женщине вот этого женского начала и женского, наверное, какого-то потенциала, потому что женское – это не материнское. Женское – это не социальный стандарт 90-60-90. Женское – это не соблазнение. Что же такое женское?
Ну Вот вот, об этом. очевидно, придете на тренинг и узнаете. Он будет проводиться в пединституте 14 октября в 18 часов. Тренинг называется «Красивая женщина». Вот. Ну и в воскресенье 15 октября будет тренинг для родителей о взаимодействии со своими детьми. Ну, мне, например, тоже это очень интересно, и мне хотелось бы тоже вот об этом услышать. Мгм. Ну, я уже немножко прикоснулась к тому, что дети и родители — это как разные планеты. И у меня есть несколько предложений и обращений к родителям, как сегодня они могут наиболее эффективным образом и способом помочь своим детям, где они могут поскользнуться и ошибиться, потому что, желая блага своему ребенку, родитель может не заметить, как, например, он нарушил некоторую границу и стал уже по отношению к своему ребенку каким-то социальным агентом, чтобы ребенок там соответствовал тем социальным требованиям и параметрам, которые необходимы на данный момент в его жизни. Но как, как предъявить ребенку эту успешность, как в нем проявить его способности, таланты, как его мотивировать к учебе. Это не социальное внешнее воздействие. Как правило, оно не работает ни в подростковый период, ни в юношеский период. А вот как наладить с ним эмоциональный, душевный контакт, как выстроить эти отношения таким способом и с социальной точки зрения очень успешным, чтобы ребенок и учился, и жил в каком-то более-менее гармоничном состоянии. И я бы еще хотела проявить специфику этого края. Я знаю некоторые секреты, вот, что здесь от вот этого страха есть определенный эмоциональный такой, ну, напряжение эмоциональное. И как снять этот страх, что, может быть, пришло время в 21 веке увидеть, что, несмотря на этот страх и голод, что кроме этого есть еще и другая сторона жизни. Вот. Но это не так просто сделать, потому что наше сознание, оно приковано вот к этому холоду здесь. Вот. А вот как поменять эти установки сознания с учетом специфики этого края, вот об этом я бы хотела поговорить с родителями, потому что те искажения, которые я наблюдала на детях, они во многом обусловлены вот этим страхом. Мгм. Спасибо большое. У нас в гостях была Элла Савитова, психолог, арт-терапевт, ну, интересный человек, красивая женщина.